Он был одним из символов новой Ингушетии. Алихан Макшарипович отдал свою жизнь, отстаивая целостность России. Это человек воинского и человеческого подвига. Так о нем сегодня отзывается глава региона. О богатом, временами сложном пути подробно расскажет Алексей Ковтун. 17 сентября 2007 года Ингушетию облетела горькая весть. Не стало народного героя, борца за справедливость. Того, с кем связывали надежды на возвращение похищенных в разное время родных и близких. От бандитской пули погиб Алихан Калиматов, сотрудник Центрального аппарата ФСБ России, много лет подряд находившийся в командировке на Северном Кавказе. Эта новость тогда попала в заголовки не только ингушских и московских, но и самарских газет. Именно в этом городе на Волге Алихан Калиматов жил и служил до своей последней командировки на Кавказ. Сегодня, говоря об этом, с его земляками, с его родственниками, в первую очередь членами его семьи, с его женой, детьми, я хотел бы сказать, что они вправе и могут гордиться тем, что Алихан Макшарипович сделал при жизни. Жизнь, к сожалению, была короткой, но яркой, насыщенной и по-настоящему героической. Ровно 10 лет прошло с момента трагедии, которая лишила родителей сына, сестер брата, детей отца, а коллег верного друга и соратника. В этом году Алихану Калиматову исполнилось бы 48 лет. Родился он в 69-м, станица Орджоникидзевская. В своей большой семье он был младшим, 7-м ребенком. Когда пришло время служить в армии, Алихана отправили сначала в далекое Забайкалье, а потом и вовсе в Монголию. В родную Ингушетию он вернулся в начале 90-х. Самый активный был участник в движении по восстановлению нашей государственности, нашей республики. Мы в целом создавали тыл для тех, кто на федеральном уровне занимались этой проблемой восстановления нашей государственности и создания Ингушской республики. Добытые им оперативные материалы неоднократно напрямую докладывались руководству Федеральной службы безопасности и всегда носили четкий и выверенный характер, объективно отражая политическую, социальную и экономическую жизнь Северного Кавказа. Но даже самые долгие служебные командировки подходят к концу. 18 сентября 2007-го Алихан должен был вернуться в Москву. Оставалось завершить последние дела и попрощаться с друзьями. На следующий день Алихан заехал в кафе «Войнах» на федеральной трассе у села Газиюр. Там у него была назначена встреча. Спустя полчаса он вышел, сел за руль и уже собирался ехать домой. Все произошло внезапно. Его машину заблокировал другой автомобиль, из которого выскочили 2 боевика в масках и с автоматами. Позднее в автомобиле Калиматова насчитают 130 пробоин, а раны, полученные Алиханом, оказались несовместимы с жизнью. Через час он скончался в приемном покое на Зрановской городской больнице. Очень многие ребята в Ингушетии уважают его до сих пор и почитают. А это большое счастье для каждого брата, когда ты сидишь, и ты, когда говорят о твоем брате, ты не краснеешь, а выравниваешься, становишься ровно, и ты гордишься этим. Вот и есть счастье. 4 ноября 2007-го указом президента Российской Федерации за мужество и героизм при исполнении воинского долга Алихану Калиматову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Алексей Ковтун, Новости 24.